Доброе утро всем, кто настроился на наш канал. Сегодня, в этот первый осенний понедельник, 2 сентября, в эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня мы обсудим события, которые прошли в эти выходные, проведем голосование на нашем канале в Ютубе, послушаем разговор с правозащитником из Стерлитамака Дмитрием Черкасовым, на которого напали в эту субботу двое молодых парней. Вспомним новостную повестку в этот день 5 лет назад. Напомню, это прямой эфир. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять в нашем чате на YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на программу, ставьте лайки, подписывайтесь. Если вы еще не подписаны, все это сделает ваши действия поддержкой работы нашей редакции. Если вам нравится и в целом узнавать альтернативную официальную точку зрения на события в стране и республике, то поддержите редакцию «Аспектов» с помощью сервисов Boosty и Donation Alerts, ссылки в описании. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В ходе специальной военной операции погибли еще 10 военных из Башкортостана. Об этом вчера сообщила наша редакция со ссылкой на открытые источники. Так, в Хайберинском районе простились с Алексеем Минаевым, в Мишкинском районе простились с Герменом Игнашевым и Эдуардом Михайловым, и еще с Василием Янгильдиным в эти последние августовские дни. В Татышлинском районе проводили в последний путь Эльвира Гильмулина. В Иглинском районе простились с Владимиром Пашинцевым. В Учелах простились с сержантом Игорем Косенковым. В Благоварском районе проводили в последний путь рядового Салавата Ганиева. В Краедельском районе простились с сержантом Анатолием Еметовым. И о гибели в Харьковской области инструктора первого учебного взвода военно-патриотического центра «Вымпел Башкортостан» Евгения Фридмана сообщили 11 августа в этом же центре «Вымпел Башкортостан». С ним простились 17 августа в селе Нагаево Октябрьского района Уфы. А еще об одной жертве вчера сообщил телеграм-канал «Честный репортаж». Житель Стерлитамака, жестоко убивший свою жену, а также пытавший своего пасынка, погиб в зоне СВО. Этого товарища зовут Виталий Арманджи. Напомним, он ранее проник в квартиру своей бывшей супруги. Там он ее зарезал, а своего пасынка заковал в наручники и пытал. После задержания он подписал контракт военный и убыл в зону специальной военной операции, где и погиб. С учетом всех вот этих перечисленных погибших военных, число соотечественников из Башкортостана, погибших на специальной военной операции, достигло цифры 2760. Ну и непосредственно тема СВО касается следующая новость. С этого учебного года в Башкирском государственном медицинском университете будет работать Центр тактической медицины. Об этом сообщил руководитель администрации главы региона Максим Забелин в своем телеграм-канале. Вот, там, в общем-то, специалисты с реальным боевым опытом будут обучать студентов колледжа и вуза навыкам тактической медицины и первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. В общем, люди будут там учить, которые прошли специальную военную операцию. Главная тема дня всех многих местных СМИ вчера был юбилей Уфы. Тут, как говорится, много было фотографий, видео. Наверное, каждый из вас посмотрел. Но, тем не менее, давайте напомним особые такие, не особые, а важные метки, что ли, этого юбилея. Что, во-первых, что было интересно? Был фестиваль «Сердце Евразии». Его посетило рекордное количество зрителей, как сообщил премьер-министр республики Назаров. Более 145 тысяч человек посетили это мероприятие. Там было много артистов. Кроме того, на площадке Арт-Квадрата прошел фестиваль малых театров, который собрал порядка 40 коллективов со всей страны. Тоже было достаточно интересно. Наверное, главное событие в плане открытия чего-то, это был Центр борьбы. Его открыли в Уфе. Дворец борьбы. Если правильно, наверное, об этом написал, собственно говоря, и сам Ради Хабиров. Потому что это было его детище. Он давно об этом мечтал. По крайней мере, говорил, что хочет, чтобы был такой дворец в центре Уфы. Что в этом дворце интересного, что
На его базе должны проходить соревнования международного и российского уровней по силовым единоборствам. Там же должен действовать и спортивно-концертный комплекс, то есть новый такой зал появляется у нас в Уфе, с трибунами, где должны поместиться больше 3000 зрителей. Также там в этом дворце борьбы расположится школа спортивной борьбы с 5 залами на 18 ковров, гостиница для спортсменов и конференц-зал. Вот. Ну и, как сказать, юбилей — это круглая дата, 450 лет. В связи с этой датой ранее в Уфе изъяли капсулу времени, которую 50 лет назад наши, скажем так, предки заложили для потомков, да, в год 500-летия, вернее, 400-летия. А теперь в Уфе заложили свою капсулу времени, которую через 50 лет должны открыть, собственно говоря. Об этом тоже Ради Хабиров рассказал. Рассказал, что в этом послании есть такой рассказ о непростом периоде, в котором мы живем, и о том, что, несмотря на трудности, Уфа развивается. Вот. Ну и тут его слова могу процитировать. Верим, что наши потомки, так же, как и мы, будут любить родную республику и великую Россию. А мы сегодня будем жить и жить и трудиться так, чтобы уфимцы через 50 лет искренне гордились нами, нашими делами. И пусть эта эстафета никогда не прерывается. И вот тут мне стало интересно, а что же нам потом наши предки написали 50 лет назад? Тогда же был 74 год. Это начало, вернее, эпоха расцвета развитого социализма, так называемого. Так ведь? 74 год. Что же написали нам наши? Ну, тогда, как выяснилось, это писали комсомольцы, молодежь. Вот, и я просто буквально пару цитат прочитаю из этого письма, послания, все-таки интересно. «Слушайте нас, уфимцы нового 21 века», говорится в послании в том, 50-летней давности. «К вам обращаются молодые строители коммунизма, наследники героических благородных свершений старших братьев и отцов. Мы родились в замечательную пору. Нам посчастливилось услышать позывные первого в мире искусственного спутника Земли, увидеть радостную улыбку первого в мире космонавта Юрия Гагарина». Ну вот понятно, да, чем гордились тогда наши предшественники. И что же они нам как бы передавали? Какие пожелания? На любом посту больше всего дорожите гордым, обязывающим званием советского человека. Решайте поставленные задачи с ленинской твердостью, с ленинской деловитостью, с ленинским оптимизмом. Да здравствует наша великая Родина, Союз Советских Социалистических Республик, да здравствует Ленинский комсомол, верный помощник и резерв Коммунистической партии, да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, вдохновитель и организатор всех наших побед. Я специально зачитываю, потому чтобы вы немножко в эпоху, в атмосферу того времени прониклись. Здравицами. Да здравствует, да здравствует, да здравствует. Вот. Слова «ленинская твердость», звание советского человека, Союз Советских Социалистических Республик. Все это минуло в прошлое. Это факт. Никакого союза сейчас нету. Никакого советского человека, ну, скажем так, в природе не существует. Возможно, в воспитании остались еще в нашем в поколениях и прочих, кто воспитывался тогда, само это ощущение осталось советскости этой. Вот. И я хотел бы вас спросить, представьте, что вы написали письмо тоже потомкам через 50 лет. И чем бы вы гордились из того, что произошло за страной за последнее время? Получается, вот, ну, возьмем 24 год и вернемся назад, там, не знаю, сколько вы жили, 20 лет, 30 лет, 50, может быть. Вот. И хочу запустить такое голосование на нашем канале. А вы чем гордитесь из произошедшего за страной за последние 50 лет? Я предлагаю варианты ответа, может быть, они спорные, но тем не менее у вас есть возможность выбрать один из них и, может быть, если не понравился ни один, написать свой в комментариях. Итак, вопрос, а чем вы гордитесь из произошедшего со страной за последние 50 лет? А варианты ответов такие. Перестройкой. Все-таки страна пережила перестройку, да, это, наверное, значимое событие. Второе, это перестройка, это как бы, возможно, интерпретация, такие некие политические изменения. Переходу к рынку, то есть мы ушли от плановой экономики, перешли к рыночной системе, ну, это такие экономические изменения. Третий вариант, специальная военная операция, ну, мы сократили СВО, ну, то есть тут некая такая, знаете, как сказать,
проявление патриотизма, что ли, можно так, наверное, выразиться. И четвертый вариант ничем, для тех, кто, в общем-то, не знает, что вспомнить, чем можно гордиться. 4 варианта ответа. Вы можете гордиться перестройкой, переходом к рынку, СВО, ничем. Голосуйте, итоги голосования мы подведем к концу программы. Будет очень интересно, я думаю. Тем временем в рамках юбилейных мероприятий к нам приезжали главы Донецка и Луганска. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. И они подарили Уфе кованые скульптуры. Эти скульптуры каждый уфимец может сейчас посмотреть. Они расположены в Парке Победы рядом с музеем боевой славы. Вот. И, значит, из Донецка нам привезли кованые розы. Но это не простые розы. Там на пробитых касках, сожженных автоматах и хвостовиках мин появились эти розы. И, значит, они как бы прорастают из гильзы, эти розы. Вот, а у основания фигуры размещена каска солдата и пулемет. Ну, то есть такой символ, как пишет сам Ратмир Мавлиев, идея автора олицетворяет путь от войны к миру. И вторая скульптура кованая тоже подарена нам главой администрации Луганска. Это такой рыцарь, кованая скульптура. То есть это фигура олицетворяет развитие отношений между городами, основанных на взаимном уважении, взаимопомощи, чести и достоинстве. То есть, ну, как бы рыцарские такие ценности. Вот. Я вас спрашиваю, чем бы вы могли гордиться, да, а тем временем коммерсант уфимский провел свой опрос насчет юбилея. Он задал вопрос своей аудитории: понравилось ли вам празднование юбилея Уфы? Вот, и как ни странно, возможно, это не странно на самом деле, процентов набрал ответ: я не ходил и не смотрел вообще никаких там мероприятий. А на втором месте 25% да, понравилось, и 18% не понравилось. Ну, голосов там может быть и немного, больше 200 было набрано в вопросе, но тем не менее интересны сами комментарии. Вот, например, почему не ходили? Один из ответов пользователей Телеграма, кто подписан на «Коммерсант Уфа». Хотела сходить, но на раскопанной Пугачева в пробке застряла. Вот один из вариантов. Организаторам большое спасибо. Второй вариант очень хороший. Другой такой, думаю, достаточно типичный. Вообще не время праздник делать с такими затратами, когда наши братья гибнут. Лучше бы им на вооружение деньги пошли. Тоже одно из распространенных мнений. Часто но это мнение, напомню, опроса «Коммерсанта», который спросил у своих подписчиков, понравился ли им юбилей Уфы. Продолжая тему, не только праздники были в эти выходные, естественно, и в субботу, и в пятницу, но и случались всякие ЧП. Поговорим сейчас о них. Так, в Салавате произошел пожар в торговом центре «Аструм». Об этом сообщили многие СМИ, в том числе я сейчас ссылаюсь на пруфы. И там для тушения торгового центра задействовали аж спасательный вертолет. Пожар случился 31 августа днем, то есть это получается в субботу. Вот. Площадь возгорания достигла 2500 квадратных метров. Ранг пожара быстро достиг третьей степени опасности, получается, третьего ранга. Вот. Пришлось людей эвакуировать. 80 человек эвакуировали. И тут самое интересное, наверное, в том, что группа компаний «Аструм», которая управляет торговыми центрами по всей республике, с таким же названием связывается с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. Вот это вот интересно. Так что случилось? Там есть какая-то другая подоплека, кроме там, не знаю, нарушения техники безопасности, что-то еще. Был поджог или не был поджог? Вот это как бы, я думаю, станет предметом внимания многих СМИ в дальнейшем. Еще одно ЧП случилось тоже в субботу в Стерлитамаке. Там неизвестные молодые люди избили металлическим прутом правозащитника Дмитрия Черкасова. Того самого Дмитрия Черкасова, с кем мы в свое время в июле проводили программу «Аспекты мнений» в связи с тем, что он подал в суд в иск по качеству воды в Стерлитамаке. Ну вот,
Мы решили спросить у Дмитрия Черкасова, что же произошло, за что, как он считает, все это случилось. Вот давайте записали разговор, давайте послушаем запись этого телефонного разговора. Что случилось с вами, когда это произошло и в каких обстоятельствах? Это произошло вчера, получается, в 10 часов 45 минут, когда я выходил на тренировку. В подъезде собственного дома между первым и вторым этажом спустился, и тут заходят двое молодых людей. У одного молодого человека в руках подручный предмет был. Когда спросил, как тебя зовут, я сказал Дмитрий. Он вытащил из футляра и начал сразу бить. Я начал закрываться рукой правой. После чего по правой руке и по правому плечу, под плечи получил удар. Начал отмахиваться ногами, кричал очень громко на весь подъезд специально, чтобы привлечь внимание. Подбежали сотрудники полиции из уголовного розыска. Ничего не сделали, потому что сказали, спускайся, идем к нам. Я отказался, потому что эти люди были в гражданской одежде. Я этих сотрудников никогда не видел ранее. Дело в том, что сотрудники полиции, они находятся через один подъезд от меня. То есть пристрой к нашему дому, это и есть 4-й отдел полиции. Дальше, значит, приехали сотрудники Росгвардии, взяли у меня примерные черты этих лиц, после чего приехал участковый один дежурный и инспектор ППС. Ничего особенного не сделали. Приняли заявление, приняли объяснение. Дальше назначили судмедэкспертизу, сказали завтра ее пройти. Молодые люди что-то вам говорили, они вам известны или неизвестны, вы их не опознали как-то? Одного человека молодого из них я запомнил, но имя, фамилия мне неизвестны. Когда начали заявление писать, я это все объяснил. И участковый и инспектор халатно отнеслись к своим обязанностям. На место происшествия следственная оперативная группа утром не выехала, следы обуви утром не изъяли в подъезде. Когда я стал требовать по номеру телефона 102, чтобы приехали сотрудники следственной оперативной группы, они мне под запись диктофона по телефону говорили: не учите нас, как нам работать. Бросали трубки, и так длилось до времени где-то 3 часов дня. Потом кое-как следственная оперативная группа выехала, один след обуви изъяли какой-то. Дальше проехали в экспертно-криминалистический центр, составили фоторобот. Ну и все, на этом все закончилось. Камеры нигде не изымали, никто ничего не делал, ничего. Вы не ответили на вопрос, они вам что-то говорили, говорили за что, или молча все было? Сказали просто вопрос: как тебя зовут? Я сказал Дмитрий. После этого все началось. Достали металлический прут и начали бить по рукам. У вас есть какие-то предположения, версии, из-за чего все это могло произойти? Предположительно, это могло произойти со стороны полиции. Я, конечно, утверждать не могу, но перед этим избиением мы выиграли у МВД России 2 дела на сумму 160 тысяч рублей. За бездействие сотрудников полиции по одному делу 10 тысяч рублей. И по второму делу 150 тысяч рублей. МВД России в таком случае, если решение суда устоятся в вышестоящих инстанциях, вправе будут со своих сотрудников в регрессном порядке взыскивать этот весь причиненный материальный ущерб. Вот кто-то из полиции, по моему предположению, могли это все сделать. Либо это дело связано с Кумертау, где, значит, один правонарушитель постоянно на машиностроителе 3Б паркуется на тротуар. Полиция, когда я 10 июля приехал туда, в Кумертау, они хотели работать, не хотели его задерживать, не хотели привлекать к ответственности. На МВД России и на МВД Кумертау подано 3 иска в суд. После этого они его, конечно, наказали. 8 административных материалов составлены. Но, тем не менее, это, по моему предположению, может быть связано как с МВД Кумертау, так и с МВД города Стерлитамак. Итак, напомню, это был телефонный разговор с правозащитником, юристом Дмитрием Черкасовым из Стерлитамака, который, собственно говоря, предположил, что нападение на него связано с некими, скажем, конфликтными ситуациями, что ли, с полицией. Он судится, вернее, он одно дело выиграл у МВД по поводу бездействия полиции в Стерлитамаке. Вот, это один момент. Второй момент, он в Кумертау, как бы, ну, скажем так, создал некую
ситуацию, в результате которой полиции пришлось выполнять свои обязанности. Вот это странно, конечно. Как вот так происходит, что там человек не парковался, парковался, вернее, на газоне, его надо было штрафовать, его не штрафовали, только после обращения в суд стали делать, вот именно этого Черкасова. То ли там человек очень важный был, то ли что. Но вот этот момент, что как бы людям приходится через суд заставлять выполнять свои обязанности. Тех сотрудников государственных органов, которые должны это делать по поводу, по своим инструкциям, как бы, по своим должностным полномочиям. Вот это очень странно. К этой теме мы еще вернемся, говоря о выборах. Продолжим сейчас эту тему, обзор прессы выборами. В выходные очень много появилось видеороликов от Ильдара Юмагулова, экологических активиста, который обращает внимание на сайт «Народный выбор». Вот, там идет голосование на этом сайте. Вот. Суть этой идеи в том, что предлагается вам из 6 вариантов выбрать своего как бы любимчика, свой выбор сделать в качестве главы республики. Вот там есть 5 кандидатов, напомню, и еще 6-й добавляется, его назвали народный кандидат. И Ильдар Юмагулов объясняет, почему. То есть все вот эти 5 кандидатов, они выдвинуты политическими партиями. А такого института, как самовыдвижение, в республике нету. То есть закон не позволяет. Хотя в России существует такое. В России можно на выборах главы России, президента России выдвигаться самовыдвиженцу. То есть как бы представителю от народа, если хотите, народному кандидату. А в республике почему-то нет. Вот мы почему-то решили, что у нас этого нельзя делать. Так вот, неизвестные авторы этого сайта создали такую возможность, хотят провести, ну, получается, типа опроса, референдума, какой же кандидат из 6 наберет больше голосов, если взять Ради Хабирова от «Единой России», Артура Шайнурова от КПРФ, Ивана Сухарева от ЛДПР, Владимира Нагорного от «Справедливой России», от «Новых людей» и народный кандидат, некий неизвестный самовыдвиженец, которого поддерживает народ. Вот, да? Сейчас на сайте проголосовало больше 1500 человек, примерно столько человек. Подавляющее большинство голосов набирает народный кандидат, больше 1000. Ну, можете сами посчитать проценты. Больше 1000 из 1500, получается 2/3, да? Вот. На втором месте Шайнуров Артур. У него 344 голоса на данный момент. На третьем месте Ильшат Тимирьянов, «Новые люди», 134 голоса. Ради Хабиров, как неудивительно, всего 18 голосов на последнем месте. Ну, это, конечно, выборка такая, так себе скажем. 1500 человек проголосовало, хотя в избирателей в республике явно гораздо больше, там под 1 000 000, может быть, да, и даже больше. Вот. Напомню, что на прошлых выборах в 2019 году Ради Хабиров набрал 82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. А если в абсолютных цифрах, я сейчас назову эту цифру, 1 794 176 голосов он набрал. Так вот, на этом фоне, конечно, 1500 человек, ну, это так смотрится, как несерьезно, скажем, да? Вот, и если бы проголосовали на этом сайте, ну, хотя бы 1 000 000 человек, что-то было бы уже более-менее понятно. Вот, а пока это просто вот, ну, простите меня за резкость, сотрясание воздуха, на самом деле. Что интересно, на прошлых выборах представитель КПРФ Юнир Кутлугужин набрал на втором месте 6,89% голосов, а в абсолютных цифрах больше 150 000 человек. Вот его сторонников. Но если все эти официальные выборы, конечно, итоги голосования, они честные, то вот так вот. Если вы верите этим цифрам, по крайней мере, официальные цифры 150 000 человек за Кутлугужина и 1 794 000 за Хабирова. Было 5 лет назад. Что-то изменилось за 5 лет или не изменилось, это другой разговор. Об этом надо, так сказать, обсуждать отдельно. Продолжая тему выборов, мало интересных каких-то сообщений по поводу предвыборных мероприятий. Я вижу только активные такие
попытки рассказать о том, как ведет кампанию Артур Шайнуров, например, от его соратника Рустама Хафизова, тоже члена КПРФ, бывшего кандидата, бывшего депутата Госсобрания, нынешнего кандидата в депутаты Совета Уфимского района. Так вот, Рустам Хафизов написал, что кандидат на пост главы Башкирии Артур Шайнуров выступил за возврат в собственность Республики Башнефти и БСК, Башкирской содовой компании. Об этом он сообщил на встрече накануне выборов. Вот. Ну и еще оценка деятельности команды Хабирова со стороны Шайнурова. Он сказал следующее. Оценку системе управления дают в полной мере уголовные и судебные дела в отношении людей из этой самой системы. О единичных случайностях речь уже не идет. Масштабное кадровое обновление необходимо и для корректировки экономических показателей. Ну, понятно, что каким образом Артур Шайнуров оценивает эффективность работы команды Хабирова. Вот. Что еще интересно, Рустам Хафизов заявил, что уровень поддержки партии КПРФ позволяет с уверенностью заявить о победе нашего кандидата уже в первом туре выборов. Этот вывод он сделал на основании агиткампании в селе Булгаково, где, собственно говоря, распространили более 1500 единиц агитационных материалов и провели опрос жителей села Булгаково. И вот как раз по опросу этих жителей выясняется, что Артур Шайнуров, по крайней мере, в Булгаково может победить уже в первом туре. Ну, понятно, надо победить не только в Булгаково в первом туре, тогда этот вывод распространяется только на один населенный пункт все-таки, да, согласитесь, если быть, так сказать, объективности ради. Что еще интересного? Рустама Хафизова зарегистрировали кандидатом в депутаты на муниципальных выборах в Уфимском районе. 29 августа это случилось. Он сообщил об этом на своем телеграм-канале. Я попытался найти подтверждение на сайте Центральной избирательной комиссии республики. Там есть такая система отчетов стандартных по выдвинутым кандидатам. Так вот, до сих пор на сайте ЦИК данных о кандидатах коммунистов нету. Напомню, в Уфимском районе произошла такая история. Там целый список из 19 кандидатов по каждому округу в районе не зарегистрировали, не заверили сначала. Вот это, так сказать, произошло из-за технической ошибки. Коммунисты возмутились, подали в суд. Их там суд поддержал, сказал избирательной комиссии, давайте заверьте этот список. А следующий шаг после заверения списка — регистрация, когда документы предоставлены. Коммунисты предоставили документы вовремя, по крайней мере, те 7 человек, которые подали иск в дальнейшем о регистрации. Вот. Им сначала отказали, мол, вы подали документы, будучи не в статусе выдвинутых, поэтому эти документы как бы недействительны. Такая была казуистика. Но в итоге следующий суд поддержал коммунистов, и суд принял решение, чтобы территориальная комиссия Уфимского района зарегистрировала этих кандидатов. И вот 29 августа это случилось. Выдали удостоверение, да, 7 этим людям. Но данные о них так и не появились в электронной системе. Почему, не знаю. Человеческий фактор. Либо они, по крайней мере, продолжают оспаривать это судебное решение. Возможно, так. Вот, да. Скорее всего, продолжают оспаривать. Таким образом, вот, коммунисты еще провели пресс-конференцию по этому поводу. Об этом пишет «Коммерсант». Статья у них такая появилась. В КПРФ задумались о легитимности предстоящих выборов в Уфимском районе. В общем-то, они теперь готовят такую юридическую оценку действий территориальной избирательной комиссии Уфимского района и всему ходу кампании. Вот. И в числе предполагаемых решений, которые озвучили на этом брифинге в Рискоме КПРФ в Башкирии, было признание выборов нелегитимными и несостоявшимися, так как, по мнению КПРФ, из-за действий территориальной избирательной комиссии кандидаты в муниципальные депутаты не смогли провести агитацию и встретиться с избирателями, а также подготовить наблюдателей. При этом отказываться от участия в процедуре коммунисты не собираются. То есть они будут все равно участвовать в выборах. И, я так понимаю, в зависимости от их итогов будут подавать уже в суд о признании этих выборов несостоявшимися, нелегитимными и так далее. Ну вот, посмотрим после выборов,
что на самом деле произойдет. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube идет голосование. Я спрашиваю вас, а чем вы гордитесь из произошедшего в стране за последние 50 лет? 50 лет. Есть 4 варианта ответов. Выбирайте один из них. Если не понравится, комментируйте. Пишите в комментариях другой вариант. Ну, что еще? О чем еще писали? СМИ, естественно, писали о 1 сентября. Вчера было 1 сентября, начало учебного года. И, собственно говоря, официальный телеграм-канал правительства Башкортостана опубликовал такой пост с карточками, что же ждет школьников в новом учебном году. Я хотел бы тоже вас познакомить, я думаю, это тоже интересно. Итак, для учеников 5-11 классов в расписании появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Учащиеся узнают о правильном реагировании на сигналы тревоги, основы обращения со стрелковым оружием, а также о первой медицинской помощи в условиях боевых действий. Старшеклассников, я так понимаю, хотят научить вот этим всем делам. Для 1-9 классов обязательным станут уроки труда, технологии. Мальчиков будут учить столярничать, девочек готовить. Ну, это такое. О чем еще пишет официальный телеграм-канал правительства? Есть некие нововведения в вопросах дисциплины. Ученикам запретят использование личных мобильных устройств во время занятий, то есть телефонов и умных часов. Исключение составляют экстренные ситуации. Школьные гаджеты останутся доступными для учебного процесса. Также педагоги получат право делать замечания и применять дисциплинарные меры. Будет усилена защита прав учителей. В случае нарушения этих прав педагог сможет обращаться в соответствующую организацию с жалобой. Вот непонятно, почему не имели раньше, что ли, такого права делать замечания. Это непонятно, конечно. Я думаю, всегда педагог имел такое право делать замечания. Другая вещь, дисциплинарные меры, что такое, тоже не совсем понятно. Будет расширенный разговор о важном с 1 сентября. Теперь в рамках этих разговоров о важном будет изучаться предмет семьеведения. На этих уроках подростков будут готовить к семейной жизни. Задача нового предмета – формировать семейные ценности. Появятся новые виды спорта. На уроках физкультуры это хоккей на траве, бокс, дзюдо, скалолазание, спортивный туризм, ушу и еще 6 новых видов спорта. Ну, хотел бы я увидеть, в какой школе у нас в Башкирии есть возможность заниматься тем же скалолазанием. Очень интересно. Тем не менее, опубликовала заметку о том, что в Минздраве республики пояснили причины отказа педиатру Алине Султановой в участии в программе «Земский доктор». Этот врач жила в свое время в городе Учелы. Вот. И она, значит, в 24 году весной стала работать на селе. Суть в том, что есть в Учелинском районе город Учелы и есть село Учелы. Так вот, она была прописана в городе, работала в деревне. И вот пока она там работала, она подала заявку на участие в программе «Земский доктор», которая позволяет людям, переехавшим на село работать, выплатить 1 миллион компенсаций, если не ошибаюсь, за переезд. И тем самым одним из условий этой программы доктор-врач должен подписать договор, что он будет там минимум еще 5 лет работать. То есть такая взаимовыгодная ситуация. Один человек получает деньги, а государство получает врача на 5 лет, как минимум, гарантированно. Если тот не выполняет свои обязательства, деньги должен часть вернуть. Вот. Врачу, этой педиатру, отказали на основании того, что сначала ей говорили: а вы раньше уже переезжали на село, уже раньше подавали вы заявку. Это было в 2018 году. А по условиям программ надо выдавать компенсацию в год. То есть вы, если в том году не получили, значит все. Потом, когда наша редакция рассказала об этом, что
врач считает, что ей деньги все-таки положены. Минздраве пояснили, что, согласно условиям программы, единовременная компенсационная выплата призвана компенсировать связанные с переездом обустройством затраты, а также неудобства, обусловленные менее комфортными условиями проживания по сравнению с иными несельскими населенными пунктами. То есть компенсация положена только тем, кто переехал на село. А факта переезда в Минздраве не зафиксировали. Да, на момент подачи документов это было действительно так. Но ситуация изменилась в июле, когда врач все-таки уже переехала в село. А сейчас, напомню, август, сентябрь уже. Вот. И, к сожалению, сам врач не понимал, ей не разъяснили, видимо, толком все-таки, что ей нужно было, видимо, повторно отправить документы, когда уже все фактически соответствовало условиям вот этой программы. Вот. И сейчас, я надеюсь, она это сделает. Но, тем не менее, что очень интересно, когда я написал в пресс-службу, что вот сейчас-то врач-то на самом-то деле уже прописан в селе, уже переехал, факт переезда имеется. На это, типа, значит, нет уже никаких оснований для отказа. На это мне ответили, что район один и тот же, поэтому выплата и сейчас не положена. Ну, то здесь мне стало вообще непонятно, как так? Причем тут район? Город и село. Это же важно. Из города в село человек переехал. Комфортные условия нарушены. Вот. И посмотрел я постановление правительства республики, которое регулирует как раз вот этот порядок этих выплат. Постановление номер 455 от 30 июля 2019 года. И не нашел никаких таких правил, что где вот в качестве основания для отказа, если человек в одном районе переезжает из города в село, ему компенсация не положена. Не нашел такого. Ну, надеюсь, в Минздраве меня поправят, найдут, укажут конкретный пункт и прочее. Вот. Слова только, что район один и тот же, а сотрудника пресс-службы меня не убедили. Не знаю, может быть, вас убедили. Но будем следить за этой ситуацией. Следующим новостям. Доходы бюджетов субъектов России в первом полугодии выросли на 6,5%. Об этом сообщается на телеграм-канале «Экономика» от Ахунова Рустема. Вот, он подвел такие некоторые цифры, привел, что рост доходов наблюдался в 55 регионах России, а всего регионов 85, в том числе в Башкортостане. Растут поступления по налогу на доходы физических лиц, но падают по налогу на прибыль. То есть это тоже как бы для отслеживания экономической ситуации важно. Надеюсь, мы это тоже обсудим сегодня с экономистом, с Всеволодом Спиваком. Он будет у нас в эфире в 11:00. Тех, кого интересует экономика, милости прошу на наш канал в 11 часов. Сегодня тем, кто интересуется симфонической музыкой, может бесплатно попасть на открытую репетицию Государственного оркестра Башкирии. Об этом сообщает телеканал ЮТВ. На этой репетиции сыграют симфонию Малера. Прогон концерта произойдет сегодня в час дня на улице Ленина в Государственном концертном зале Башкортостан. Вот. Там, значит, можно пройти свободно, но нужно предварительно зарегистрироваться. Так что зайдите на телеграм-канал телеканала ЮТВ, найдите заметку. Уфимцы смогут бесплатно попасть на открытую репетицию Госоркестра Башкирии. И там есть ссылка на запись, на эту предварительную запись. Вы можете попасть на концерт. Из спортивных новостей в эту субботу футбольный клуб Уфа встречался с московским «Торпедо». И в день юбилея, празднования юбилея Уфы, Уфа проиграла, к сожалению, с минимальным счетом 0-1. Гол забил в конце матча на 85-й минуте Соколов. Вот. Уфа уже не одерживает побед достаточно давно. Вернее, за 8 туров всего одну победу одержала Уфа с Соколом. 1-0 с таким же счетом. Все остальное это ничьи и поражения. 3 ничьи, если не ошибаюсь. И 4 поражения получается. Следующую игру Уфа проведет, если не ошибаюсь, так, не буду сейчас врать, лучше посмотрю. Да, 7 сентября в Ярославле с футбольным клубом «Шинник» пройдет игра. «Шинник» сейчас тоже в не особо хорошем положении, на дне таблицы. То есть 2 аутсайдера встречаются, и очки, конечно, важны для обеих команд.
Напоминаю, сейчас идет голосование. Голосуйте, еще осталось несколько минут. Вопрос, а чем вы гордитесь из того, что произошло в нашей стране за последние 50 лет? А теперь давайте вспомним, о чем писала наша редакция 5 лет назад, в этот же день, 2 сентября. Итак, наша редакция сообщала, дебаты с участием Ради Хабирова состоятся 5 сентября. В общем-то, если в начале избирательной кампании Ради Хабиров заявлял, что не будет участвовать в дебатах, то все-таки 26 августа приглашение на дебаты опубликовал кандидат от партии «Гражданская сила» Владимир Барабаш. Позже поддержали его другие кандидаты. И в конце августа Хабиров сообщил, что все-таки принимает это приглашение. Вот, и даже купил книгу специальную «Искусство убеждать», чтобы подготовиться к дебатам. Вот новость. 5 лет назад дебаты были. Сейчас, насколько я знаю, их нету. С участием Хабирова имеется в виду. С участием других кандидатов есть, но вот с участием Хабирова нет. 5 лет назад в этот же день мы сообщили, что в башкирской общественной организации «Башкорт» избран новый председатель. Им был избран Ильдар Галин. Значит, сроки полномочий прежнего председателя Фаиля Алсынова закончились. Собственно говоря, вот такая была новость. Эта новость интересна тем, что тогда еще эта организация была легальной. В мае 2020 года Башкорт признали экстремистской организацией, а самого Фаиля Алсынова в январе, 16 января, внесли в список экстремистов и террористов и еще осудили на 4 года, если не ошибаюсь, да, за высказывание «Карахалык». Ну и на всякий случай давайте еще пару новостей из повестки годичной давности, то есть год назад, в эти же дни, о чем мы писали год назад. Башнефть снова повысила цены на топливо. Это случилось 12 раз за последние 3 месяца. Вот это вот не меняется. И в том году так было, и в этом году то же самое. Летом Башнефть постоянно меняет цены. Чуть ли не каждую неделю. Вот, если в том году, год назад, литр бензина АИ-100 стоил 63 рубля 15 копеек, сейчас он стоит 74 рубля 25 копеек. За год повышение больше, чем на 10 рублей. Если дизельное топливо стоило тогда 58,80, то сейчас 63,85. За год почти на 5 рублей. Больше, чем на 5 рублей. Вот. Интересные, да, вещи. Ну и год назад была новость о том, что покончивший с собой в СИЗО Уфы Ильдар Булатов находился в конфликте с кандидатом в депутаты парламента республики, командиром своего взвода. Вот. Сослуживцы Булатова сообщили некие сведения о том, что он, во-первых, во время службы были некие неуставные отношения в батальоне имени Доставалова, куда он ушел добровольцем. Вот. Ну и само собой, в общем, там сложная тема, на самом деле, о которой никто не хочет говорить и расследовать. Ну вот по данным СМИ некоторых, что Ильдар Булатов хотел встретиться с Хабировым, чтобы об этом поговорить. Взял гранату, помните, на заправку зашел на Ногаевском шоссе. Вот. И там как бы добился этой встречи. Ну, в итоге, после того, как он отдал гранату, рассказал Хабирову о ситуации, видимо, его доставили в СИЗО, а в СИЗО он покончил с собой. Вот. А причины того, что он хотел встретиться, были, значит, его конфликты и даже физические, значит, насилие над ним. В октябре 22 года он получил перелом 7 ребер в результате избиения командира взвода сержантом Ренатом Культумановым, так, по крайней мере, писали СМИ, на основании слов его сослуживцев. Вот, добавим, Культуманов год назад баллотировался в депутаты Госсобрания, пройдя через праймерис Единой России. Ну, правда, выборы в итоге депутатом не стал. Я посмотрел список депутатов действующих. Но, тем не менее, сейчас прекрасно себя чувствует. Например, 1 сентября, буквально вчера, он участвовал в празднике в честь Дня знаний в Стерлитамаке. И там вот есть сообщение местных СМИ, что матерям школьников боец СВО Ренат Культуманов преподнес алую розу каждой из них. В благодарность за трогательный презент гости праздника обнимали героя и фотографировались с ним. Также, я напомню, он участвовал в митинге в поддержку Ради Хабирова 26 января, где говорил там всякие хорошие слова про Ради Хабирова. Вот, собственно говоря, факт есть факт. Было там избиений, не было. Никто сейчас расследовать до конца, так я понял, не собирается. А человека нет, который вот с гранатой в руках
добивался встречи с Радием Хабировым, а потом покончил с собой в СИЗО. Вот. Теперь пора подвести итоги голосования. Предлагаю это сделать прямо сейчас. Так, напомню, что я вам задавал вопрос. А чем бы вы гордитесь из того, что произошло со страной за последние 50 лет? Итак, больше всего голосов набрал ответ «ничем», 68%. Второе и третье места разделили два варианта: перестройкой и переходом к рынку. И на последнем месте специальной военной операции гордятся 5% ответивших. Ну вот это, конечно, удручает, да, то, что пусть наша аудитория может быть небольшая, но все равно, надеюсь, это аудитория думающая, да. Пусть это вопрос кажется странным кому-то. 50 лет это с 1974 года, а до 1985 года, по сути, другая страна совсем. Ну, выбирайте с 1985 года, что вам нравится. Вам же это ничего не мешает. Вот. Удручает то, что большинство людей сейчас не может назвать, чем мы гордимся за прошедшее время. Понимаете? Тогда люди гордились полетом в космос, там, допустим, да? То, что Юрий Гагарин полетел, ракеты полетели в космос. А сейчас что? Изобрели искусственный интеллект. Вроде это не наша прерогатива. Создали Телеграм. Ну, это, по крайней мере, создал гражданин, имеющий гражданство 4 стран, да, не только России. Еще Франции, еще Арабских Эмиратов, еще какой-то страны. Владимир Дуров, да. Чем еще? Вот интересно. Может быть, создали электромобиль или летающий какой-то аппарат такой, такси летающее. Тоже вроде нет. Китайцы это сделали. Ну, массу таких. Ясно, что у нас в стране есть разные изобретатели, есть думающие люди, есть изобретения, о которых даже мы рассказывали. Вот. Но вот вспомнить, чтобы это на всю как бы аудиторию что сказать, что да, действительно этим можно гордиться. Странно, да? Жалко, к сожалению. Ну ладно, давайте закончим нашу программу выпуском новостей. Вечерним выпуском новостей телеграм-канала «Эхо Новости». Вот. Что же произошло такого в России и в мире вчера? Россия и Украина снова обменялись обстрелами. В Харькове в результате удара по дворцу спорта, торговому центру и одному из энергообъектов пострадали более 40 человек, сообщили в областной администрации. В Белгороде, где по информации губернатора поврежден многоквартирный дом и легковой автомобиль, ранены 9 человек. На Камчатке нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8. По данным МЧС, на месте крушения обнаружено 17 тел. Всего же на борту было 22 человека. Возможной причиной авиакатастрофы называют ошибку пилотирования в условиях тумана. Пилот мог не заметить сопку и задеть склон. В Газе обнаружили тела еще 6 израильских заложников, похищенных 7 октября. У одного из них было российское гражданство. По данным Цахал, боевики Хамас убили пленных за несколько дней до прихода израильских военных. Тела нашли в тоннеле, где шли бои. В Беслане началась 3-дневная вахта памяти жертв теракта 2004 года. Участники прошли с портретами убитых и возложили цветы в спортзале школы номер 1, где террористы удерживали более 1000 заложников. Основные траурные мероприятия запланированы на 3 сентября. В этот день, 20 лет назад, силовики пошли на штурм здания. Тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей. На диссидента Александра Скобова, который признан иноагентом и внесен в список экстремистов-террористов, завели 3-е дело по статье о терроризме, сообщила его жена. 66-летний историк находится в СИЗО с апреля. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за публикации о подрыве Крымского моста. Позже добавилась статья об участии в террористическом сообществе, что может быть связано с участием Александра Скобова в форуме «Свободной России». В Старом Осколе полиция задержала участника СВО в Украине, который угрожал отдыхающим ножом из-за песни Верки Сердючки. Как передает 9 канал, мужчине не понравилось, что гости местной базы отдыха слушали песню «Гулянка», где есть слова «Ще не вмерла Украина». Военного задержали для выяснения обстоятельств.
Преподавателям российских вузов не рекомендуется использовать в работе книги, изданные во враждебных странах США и Великобритании. Об этом со ссылкой на источники пишет сообщество «Свободный университет», признанный в России нежелательной организацией. Если обойтись без такого издания нельзя, неофициально рекомендуется подменить в списке литературы настоящую книгу фальшивой, указав издательство в дружественной стране. Это был выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наш утренний эфир завершается. Но работы нет. Но напомню, что в 11 часов будет программа «Аспекты мнений», куда мы пригласили экономиста Всеволода Спивака. Поговорим о ситуации в экономике. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдуллин. Хорошей вам трудовой недели.